Азыр биз менен биргеликте мына ушул проекттин баштоочусу, старостасы, казакстандык менен кесиптешим Анвар Рустемов Кыргызстанга келди. Мына ушул агабыз Алла ыраазы болсун баштап атат. Туугандар. Азыр мен суроолорду жооп бере берем. Бул жактагы Анвар Рустемов бул чарбанын ээси Абдулла байке суроолорго жооп бере берет. Негизи койлорду бир четтен көрдүңүздөр. Азыр сураймын, канча жыл мурун баштаган, кандай койлор? Негизинен көрдүңүздөр, а? Бир түптүү, идеалдуу койлор экен. Начинали, вот такой он вопрос задает. Ну, я начал заниматься этой работой, да, как бы, это хобби в 2010 году. 2010 жылдан баштаптыр. Бул кайсы короо, кайсы кимдин линияларынан негизи койлор? Здесь линии идут, короче, идут от дяди Мухаммеда сначала качкоры были, потом уже приобретали качкоров. Здесь в основном сейчас в этом поголовье много дочки красавчика качкор, кто заводчик, они все знают этого качкора. Здесь очень много дочек его и внучек уже егошних именно в этом коллекции. 10 жылдан бери, 10 жылдан ашты. 2010 жылы баштаган экен, 11 жылдын жүзү болуптур. Мына ушундай койлорго чейин жетиптир. Экстерьер жагынан идеалдуу койлор, однотипный. Так, Абдулла Шарипов агабызды мен көп эле угуп жүрөм. Буга чейин өтө күчтүү койлор, мындайча айтканда уруктукка кочкорлор чыккан, билесиздерби? Негизинен Казакстанга, Өзбекстанга, Кыргызстанга, Эсенгул өлкөлөрүнө көп кочкорлор чыгарган. Канча баш кой бар эми автоматта? У меня 100 поголовья автоматов вместе с переярками уже. Вот я как бы себе поставил такую задачу, что нужно 100 держать элитных, хороших, чтобы были. 100 баш экен жалпысынан. Чоң койлор менен токтулар кошулуп 100 баш түзөт экен. Элита койлор. Буюрса жакында бонитировкадан да өтсө керек, Кыргызстанда башталды. Анан дагы суроолорго бере берем. Эми расход кандай, доход кандай, эми доходду сурабайбыз. Ушу селекциядагы эң мындай өзүнүн фишкаларына сурап өтөлү. Какие вообще основные статьи расходов идут здесь? Вот? Ну, у меня на данный момент, вот сейчас декабрь месяц, идет полностью, пока снега нету, они пасутся у меня. Вот, пока снег не ляжет, пока можно пасти, и мы пасем. Вот. Ну, в целом вот так. Питание, что вы, пшеница, что используете, на них какие расходы? Сколько месяцев идет это кормление? В основном зимний период мы даем корм и сено, да. Корм мы даем не так много. На сегодняшний день, вот сейчас матки у нас скотные матки, я даю им немножко корма, совсем чуть-чуть, чтобы как бы поддержать организм, да. И так как сено сейчас очень трава, не так много травы, вот, мы немножко даем зерна. Это ячмень и кукуруза. Ну, в целом я каждый год даю ячмень. В этом году получилось, что мы еще взяли кукурузу. Силер уктуңуздарбы, негизи организмдагы поддержка, жардам катары кылып өтө көп жем бербейбиз дейт. Жүгөрү менен арпа берет экен. Бул кыш мезгилинде гана. Башка мезгилде дайым жайытта жайылып, мына ушундай. Быйыл кар көп жаабагандыктан азыр деле декабрь айынын аяк ченинде да мына жайытта жүрөт. Семиз жүрөт. Кийинки процесстерге өтө беребиз. Мына. Буга чейин мындан көп кой кармап көргөнбү же ушуга чейин эми жетти 11 жылда? У вас вот количество овец достигло только 100 тысяч? Или у вас были периоды, когда большее количество было, вы уменьшали? Как вообще у вас происходило? До скольки вы доводили поголовье? У меня маточное поголовье, вот я держу вот 100 поголовья маток. У меня через каждые 2 года я делаю упаковку, ну как упаковку, там матки, которые уже пожилые матки, они еще могут катиться, люди просят, я их продаю. Ставлю ремонтное стадо молодых ярок уже. Жылда сортировка кылып турат экен, жанагы ремонтный период дейт, чыкканда жакшы токтуларды алып калат.
бүтке жакшы өчкөн койлорду жок кылам дейт. Бирок алар деле көпкө чейин төл берип жүрөрөт. Көбөйтөмүн деп сурагандарга берем дейт. Негизи жыл деле 100 баштын төрөгөнү кармайт экен. Элита койлор. Баары көпчүлүгү бооз экен. Туугандар, негизи бир рет көрсөтүп бердик. Эми жанакы фондко кайра теманы бурабыз. Фонд боюнча түшүнүк болду окшойт. Кээ бирөө түшүнбөй калса, дагы бир тактап айтамын. Бул фонд биздин блогерлерге, же мага, же Анвар Рустемовго, башкага бир тыйын акчасы да тийбейт. Болгону ар бир региондон координатор түзүлөт. Мисалы үчүн, мына Московский район координатору Абдулла агабыз өзү. Ал эми бул жакта Рамиз Жумабаев, Кара Балтадагы жамааттын координатору болот. Мисалы үчүн Кара Балтадан сиз чарбаңызга бизди чакырсаңыз, биз барабыз. Сизди реклама кылып беребиз Анвар Рустемов менен кошо. Жана сиз бир койбу, токтубу, кочкорбу, эмне кааласаңыз ошону садакага коесуз. Ал биздин YouTube каналдардан бир ай бою аукциондо турат. Бир айдан кийин ким эң чоң сумманы берген болсо ошол алып кетет. Ал акчаны мына Рамис байке алат. Кимге акча керек болсо, чындап муктаж болгондор, балким ден соолугунан ажырап лечениеге муктаж болгондор, же болбосо ооруп жаткандар, турмуштан кыйналгандар, жетим жесирлерге өздөрү бөлүп берет. Бул жагы координаторлордун процесси. Биз ага чейинки процесс жүргүзөбүз. Экран астындагы номерлерге байланышсаңыздар, координаторлорго байланышкан болосуздар. Анда эмесе негизи биз дээрлик суроолорду берип бүттүк. Абдулла Шарипов агабыздын койлорун көрдүңүздөр. Арашан койлору. Сандан сапатка өтүңүздөр. Вот, азыр мен уруктукка койгонуну, койбогонун сурап коеюн. Поставили, да? Нет, я его на маток еще не ставил, так как у меня были другие качкоры. Сейчас тоже, наверное, вам покажу. А он не работал в этом году еще. Он еще молодой. Так получился, я вообще не ставил на маток. Такой молодой кочкор. Вот, можно посмотреть, обратить внимание на его шерсть, ширина его вот костяка. Вот, скажем, вот, длина шеи в арашановской породе она имеет очень большое значение. Голова, длина шеи и длина ушей. Да. И голова у него должна быть вот. Это тумшук по-кыргызски называется, да? Вот это. Желательно горбоносый. Да. Горбоносая голова. Но у него голова пошла больше к своему дедушке, как красавчика с материнской стороны. Вот. И вот уши у него 21-22 сантиметра. Уши. Шею видите, как у ахрутикинца шея. А сейчас тоже там юные баранчики есть. Да. Их тоже Сейчас я посмотрим, покажу вам, которого баранчика я выделяю на благотворительный фонд. Сейчас покажем. Кстати, пока ты его задержи, этого качкорка еще раз маленького поймать. Азыр фондко коюлган азыр кочкорду көрсөтөт. Саша, вытащите его сюда, там будет, а то навоз будет. С коридора сейчас. Азыр биз Абдулла акебиздин короосуна да кирдик ичкери. Бул жакта кочкорлору бар экен. Эми экран астында номерлерге чалып байланышып көрөсүздөр. Туугандар. Бул жакта азыр кара кочкорлор, ары жакта сары кочкорлор бар. Бир четтен көрөсүздөр. Мына чоң кочкорлорду көрдүңүздөрбү? Мухаммед Беке, сколько им? Абдулла Бек. Вот сейчас он посередке стоит, который... Вот это, да? Да, он посередине. Ему 3 года. Вот с краю сейчас стоит, ему 2 года, вот будет уже вот в январе. Бул 3 жаш, бул 2 жаш. И тому тоже 2,5 года, вот посередке сейчас вот стал. Ортодогу 2,5 жаш. Это качкоры, вот эта линия сыновья Тайсона, все Тайсона знают, все заводчики, и тот Тайсона сын. А вот, который вот сейчас, вот он сейчас пошел. Вот черный, это, да? Да, черный. Это сын Афгана, у Фаныша Мухтабаева. Это Ауган деген кочкорду кодугандар. Это кличка Ауган, да? Да, кличка Афган. Он был чемпионом выставки в 2018 году. Первой выставки. Это кочкор такой широкий, да? Да. Жүндүн тазалыгын көрдүңүздөрбү? Кыл. Вот посмотрите, вот шерсть какая, да, у него и курдюк, у него все идеальный, вот, косяк, голова у него. И вот этот сын Тайсона, с краю сейчас слева стоит, это сын Тайсона. Ему будет... Очень плоткая она, да? Да.
Буттар өте жоон екен, плоткий буттарда. Так, а вот это каштановый. Это каштан тоже сын Тайсона, ему 2,5 года. Вот. Эти качкоры идут на продажу. Вот эти? Да. Они продаются. Цена можно увидеть? Цену. Да, вот этого качкора за $5000. Вот этот черный, да? Да, это Большой. черный волк. 3 года. Ванна $5000. А эти два качкора по $3000. $5000, $3000. Мо чоң кочкор $5000. Сыновья Тайсона вот по $3000 вот за каждого. Вот афган, видишь, какой у него корпус, да, у него. Да. Шесть, у него идеальные ноги, как косяк. Он на выставке был 1,1 фолки в Карабалте вот в сентябре. Метр? Метр, 1 метр и 1 сантиметр. 1 метр, 1 сантиметр. Вот. Кочкор вот такой огромный. Туған Как сөз олень жоқ. стоит сейчас, стойка. И здесь, оказывается, у вас самый большой кочкор, да? Ну, он не самый большой, но он, как сказать, феноменальный качкор. Он растет большой, а возраст у него маленький. Реально? Китиш, два зуба. И китиш? Да. Два зуба у него. И китиш. Вот такой огромный Рост кочкор. у него 1 метр 3 сантиметр. А из как? А линия какая? Это линия Юба, это моего дяди Мухаммеда. Отец его дяди Мухаммеда Качкор Юба. А мать с моего хозяйства, это внучка красавчика, его мать. На выставке был, да? Да, он на выставке в Карабалте был по росту и по весу среди двухзубых, он занял первое место. Может сейчас, Симбек, можно снять его зубы, чтобы, да, чтобы не было вопросов. Вот. Вот. Два зуба у него. Да, видно уже, видно. Два зуба. Вот. 1 метр 3 сантиметр у него рост. 1 метр 3 сантиметр. Ого. Уже покрылся, да, он же, да? Или как? Поставили? Не поставил, это другой качкор. Чуть на паузу поставил, да? Абдулла байкен азыр дагы бир кочкору, эки тиш. Какая линия у него? Это линия Тайсона, внук, прямой внук корабля. Прямой внук корабля, У да? него сидит очень хорошая кровь. То есть по материнской линии у него мать дочка красавчика, а отец у него Тайсон, это сын корабля. То есть легендарный качкор, такой сделали большой, самый шаровской породы. Корабль кочкордун баары укса керек. Ему в феврале будет 2 года. Февралда 2 жаш болот экен бул. Жакында 4 тиш болот. Азыр 2 тиштейт. На выставке он тоже был, да? Да, он на выставке тоже был. Карабалтада. Да, в Карабалте. В Карабалте на выставке был, когда я его уже на матах запустил. Он выставка, я его на выставку не готовил вообще. Он с матками ходил, после мы его отбили и сразу поехали на выставку. Я помню, тогда у него только экстерьер был, да? Просто экстерьер. Грудь тоже, посмотрите. Это тоже на продаже идет или что? Нет, Сами да, будете он использовать. продается, он сейчас будет еще иншаллах. Работа. Да, надо с ним поработать. Бұл корабльға жақын екен өте эле. Прямо небересі дейді. Корабльдің баласының баласы екен. Өте чоң чарба. Аз бұл жақта тоқтылар менен быйылкы козуларга келдик. Албарыстан менен бирге тартабыз. Аз бир-эки тоқтуну тартып туруп көрсөтөбүз. Мына тоқтулар екен бұл жақта жалаң. Былтыркы тоқтулар, быйылкы тоқтулар. Яркие и переяркие, да? Да, здесь яркие, переяркие. И здесь есть 16 голов. Сколько? 18, да, голов? 16 голов? Матки здесь. Маток 16. Да, вот сюда вытащите. 16 баш чоң кой бар екен. Да, не надо вытаскивать, давай туда. Да. Так, это Это ярочка. Да, ей 10-11 месяцев уже. 10-11 айлык. 10-11.
Но она копия того, что у меня стоит, в принципе, дома, от Алибабы. Да. Это просто. Может быть, она даже от моего хозяйства за ночь сюда перешла. Потому что с моего хозяйства вышел именно Качкор бульдозер, лимузин, барон, еще много качкоров, которые вышли с моего хозяйства. Очень такие тоже выдающиеся качкоры, которые дают из-под себя и экстерьер, и эти параметры, все, которые... Это Павел, ваш главный зоотехник, правильно? Да, Павел, сколько лет у вас опыта уже здесь? Вот, вообще, Здесь я уже 6-й год вообще шестой работаю. работает, 6-й год. Да, это семейно, да, у вас семья, Да, дети, да, вот да, пацан шустрый ваш, да? Да. Ага. Ясно. А какие вообще процедуры делаете? Вот, вакцинацию какую делаете? Как положено, от ящера. Вы каждый раз колем. смотрите в глаза Абдулле, Нет, правильно отвечаете? Нет, причем тут какие надо, такие делаем, как полагается, витамин колем. Как бы лишнего не сказать. Не, а то я лишнего. Габариттер таптаза экен, да? Кулак, баш. Обычно я после отбивки через месяц я делаю им витамины, потому что у них начинается нехватка витаминов, они немножко начинают худеть, и вот это все в течение А как называются витамины, которые вы делаете? Мультивид делаю, Мультивид. веселен делаю, да. Вот эти витамины, которые, ну, мне также, опять же, посоветовали заводчики. А так, в целом, овцы неприхотливые. Так, давай одну матку возьмем. Все, с яркой понятно. Отпускай, пусть она побежит. Можно что скажешь? Вон-то первая, вон-то первая. О, ту возьми, о, Паша. А вот это что с красной биркой? Давай красную бирку. Давай красную бирку. Свободнее ловится. Она беременна, кажется, да? Давай. Но для бирки она стилованная. Тихо, она крупная. Так, вот она овцемат. Вот она овцемат по хозяйству. И она крупная. Боус қой. Еще поверни, еще. Да, поверните. Это. Азыр башка койду тутканы кетти. Биз ага чейин могу койду сурайлы. Давай тебе чуть-чуть подгоню. Саш, чуть-чуть крутани. Так, возраст какой у нее? Ого. Вот это такое. Возле стань. Вот еще одна матка. Да, бир. Эне кой. Сколько ей лет? Сколько ей лет? Ей так 5 лет. Да. Да, 5 лет уже. Вот еще одна матка. 5 лет ей, да? Она Анвар астам татыш стили. Так, как я уже до этого говорил, со мной вместе в репортаже участвует Таисен. Канал Кунджелесы, он хозяин этого канала. Очень активно набирает обороты его канал. Комплименттер жагып кетип атат бирокчу. Пульт Анвар байке көрсөтсүн. Азыр биргеликте суроо беребиз. Ну, удачи вашему хозяйству еще раз. Абдулла. Сюда. Мен бир аралап коеюнчу. Все уже бүттү. Тартып бүттүк. Короду көрсөттүк. Абдулла байкенин чарбасын көрдүңүздөр. Өз Алла Таала дагы жакшы адамдарга берет өзү. Байлыкты дагычы. Кезектеги дагы бир кочкор. Бул Карабылдын небереси экен. Тайсындын баласы. Тайсынма. Жашы канча мунун? 2 года, тоже в феврале будет 2 года. Он сейчас зубы уже начал менять, 4-й зуб не вышел. Уже 4-нчү тиштерин чыгара баштаптыр. Кстати, там сейчас ягнята были, эти все вот ягнята, вот, которые 2007-месячные ягнята, это все от этого качкора. И, Вот это, да? Да, они вдвоем, когда было 10 месяцев, я их пустил на маток. 10 айлыгында.
койлорго коюп жүргөн экен, жана кичинекей коз-кочкорлор ушунун балдары. У меня обычно, знаете, вот в мае, в июне месяце не рождаются. А я пустил, когда они молодые были, я просто пустил, чтобы они, ну, как бы, не думал, что матки будут гулять в то время. Вот. И где-то после января я его пустил. Им было, да, уже 11 месяцев. Сейчас, кажется. Вот. Ну, караңыздар. Пух вообще жок. 1 граммдагы. Габариттер өтө таза, баш кулактарды, көкүрөктөрдү көрдүңүздөр. Буттар өтө плотный. Сандан сапат көрдүңүздөр, сиздер дагы мына ушундай. Көкүрөктөрдү көрдүңүздөрбү? Как корабль. Как Тайсон. Грудь тоже. У него у этого кашкора он взял по материнской линии взял как от красавчика тоже мать. Отец Тайсон. Он, да, перенял стать кораблевскую. И у него сидит красавчика. Эки күчтүү кочкордун каны жатат экен. Качкоры, которые выдающие качкоры, я еще раз скажу, могу сказать, что вот они самые такие качкоры, которые действительно дали очень много знаменитых. Мен сиздерге кочкор берсем, корабль деген кочкорду баары билет. Эң легендарлуу кочкор, өтө күчтүү балдарды берген. Ата жагынан ошол экен. Корабльдин баласы Тайсон, Тайсондун баласы бул. Энеси красавчиктин кызы деп коет эми. Красавчиктин ургачы козусу болгон экен, ургачы баласы. Энеси ошол экен. Красавчик кочкор дагы өтө күчтүү кочкорлорду берген. Ошон үчүн энеси жагынан, атасы жагынан тең күчтүү кочкорлордун каны ташыйт экен. Вот это кочкор. Машаллах. Машаллах. Көз тийбесин. Туугандар, мына фондко коюлган, сатыкка чыга турган коз кочкор ушул. Абдулла Шарипов агабыз ушу кочкорду койду. Коз кочкорду бүгүнкү баатырыбыз биринчи жолу баштап берди. Мына мен даярмын деп ушунучу фондко коёмун. Сатылса мына ушул Александровка жак ушул төгөрөктөр. Вот такой. У него очень хороший костяк, у него хороший курдук, кости большие у него, Да. С большим будущим кашкоры. Мага У него сразу кашкора уже. башы, кулагы, моюн, көкүрөктөр өтө жакты. Вот такой. Сколько? 9 месяц пошел у него. А вот по линии? По линии это внук красавчика, Ага. отец его золотой, Золотой. сын золотого это кашкорик. Шесть тоже очень чистый, да? Да, шерсть у него чистый, здесь Светло-рыжий. светло-рыжий он. Надеюсь, все будут, иншаллах. На выставке будете? Ну, Нет, на аукцион поставляем, да? Вы сам координатор. Этот аукцион будет, ну, как сейчас СНГ уже говорил, что с аукциона деньги будут идти на благотворительность. Да. Это благотворительность, это дети-сироты, есть дети больные дети, или кому-то на лечении, или у кого-то может быть даже мука нету, риса нету, масла нету, мы будем это все. Здесь у нас будет мониторинг, ребята, вот друзья мои будут близкие, они все мы будем делать мониторинг, кого действительно нуждающимся, мы будем помогать им. Очень хорошее дело сделаете. Вы как герой сегодня уже начали. Эстафету передаете, да? Да, я сегодня вот, ну, как я очень рад, что мы начали именно с моего хозяйства, с Александровки. И здесь вот нас как бы тоже поддерживает очень много регионов. В частности, это вот Карабалта, сейчас Рамис с нами рядом, друг наш. Друг мой Малик Мухаммедов, он начинающий, он начал как бы по моей инициативе, вот когда-то он не держал, ну, сейчас очень тоже хорошо, плотно занялся разведением арашанских овец. Туғандар. Сіздер ұқтыңыздар негізінен. Эстафеттен өткөрүп берем дейт. Азыр мен Малик досумдагы көп жылдан бери арашамен алектенип, азыр жогорку даражага чыга алды дейт. Анан арашан
боюнча Кара Балтанын жамааты дагы буга кошулуптур. Рамис байке как председатель катары келди. Мына ушу коюлуптур, линиясын уктуңуздар. Буюрса бу кочкор 1 ай бою аукциондо турат. И эту эстафету, да, нас всех поддержали, и Исикуль, Талас, Баткен, Кемин, Жаллабад. все поддержали этот проект. Мы уже этот проект давно как бы по инициативе Анвара-Ака. Год мы как начали вот это все делать. Сегодня у нас начался это все. Вот. Ну, иншаллах, передаем эстафету всем другим, кто желает еще тоже присоединиться. Да. Можете присоединиться. Это будет очень хорошо, потому что это делается для нуждающихся людей. Иншаллах. Если по Московскому району он хочет, то к вам обращайся, да? Вы координатор Московского района. Я координатор Московского района, да. Если кто-то хочет, может быть, просто помочь, он тоже может присоединиться к нам, независимо он разводит овец или не разводит. Эти люди могут к нам просто подключиться. Мой номер телефона, сейчас я тоже вам скажу, 0557 85 80 00. Можете позвонить в любое время по поводу этого. У меня телефон включен 24/7. Я ради этого всегда готов выслушать и принять любые советы. Может быть, еще какие-то предложения будут. Мы всегда можем выслушать и обдумать это все. Ну, Алла разы болсын. И Абдулла байке, обращаемся к черной кочкора. Если вы не поставите овец, то можете быть продать, да, если... Ну да, знаете, мне многие как бы знают про него, но вживую многие не видели, так как у нас сейчас границы закрыты, люди не могут приехать. Но если меня заинтересует, я его могу продать. Он тоже рассматривается, да, если я посчитаю, что дали за него хорошую цену, я могу продать этого кошкора. Его кличка Фаворит. Он на выставке в Харбалте был среди двух зыбок, среди 1,5 годовалых. Он занял первое место по росту, по весу и по экстерьеру ему дали. Я в тот день в Карабалте получил 6 кубков на этой выставке. Вот. Мен ошол күнү Кара Балта шаарында 6 кубок уткамын дейт. Могу кочкор бою, салмагы, экстерьери боюнча эки тиштер арасында урган экен. Сөзсүз утат да. Келишкенин караңыздар. Вот мына көрсөттүк туугандар. Алла разы болсун. Бир четтен биз чарбасын келип көрсөттүк. Саламатта калыңыздар. Биз видео жыйынтыктадык. Аманчылыкта көрүшкөнчө. Сиздер менен күн желеси каналы болду. Абдулла байке, иштериңизге кирик. Аманчылыкта калыңыз, саламатта калыңыз. Биздин видеолорубузду аягына чейин күзөткөндөргө чоң рахмат билдиребиз. Ыраазычылыгыбызды билдирип кетебиз. Кийинки видеолорду өтүп көрсөңүздөр болот.